Буду читать. Приветствую всех в эфире нашего проекта Жастар Лайф. Меня зовут Газиза, я журналист, буду вести сегодняшний прямой эфир. К нам подключается, по крайней мере, вот через несколько секунд должна подключиться наш спикер первый, Назирке Ризабекова. Ну, кажется, она еще не подключилась к нам. Сейчас, минуточку. Назирке, я отправила вам приглашение. Еще раз давайте Здравствуйте. попробуем. Да, добрый вечер. Меня Назирке, слышно, добрый меня вечер. видно. Да, вас слышно и видно очень хорошо. Спасибо, что приняли наше приглашение на прямой эфир. Назирке, многие вас знают как адвоката по уголовным делам, как правозащитника, защитника. Сегодня не об этом, мы бы хотели у нас немного отойти от темы, но тоже правовая система, так скажем, да. Но прежде чем начать, я бы хотела дать вам слово, передать вам слово. Можете рассказать о себе немного, чтобы наши подписчики нашего канала знали вообще, с кем мы сегодня говорим. Всем здравствуйте, меня зовут Назирке Ризабекова. Я адвокат, как вы сказали правильно, по уголовным делам. В целом моя специализация – это white collar crime, то есть я занимаюсь всеми видами мошенничества, хищений, растрат, коррупционными преступлениями и защитой бизнеса. Но также меня очень сильно, конечно же, волнует тема, сегодня очень классную тему, на самом деле, вот вы предложили и выбрали, это тема взаимодействия с полицией. Вы знаете, перед чем как начать этот прямой эфир, я посмотрела свой инстаграм и поняла, что я вот как раз-таки начинала писать больше года где-то назад, это должна была быть серия постов о взаимодействии с полицией. Меня на это сподвигло на самом деле две вещи. Первое – это то, что, я думаю, в целом и ваши подписчики, вы понимаете, да, что у нас полицейское государство, Казахстан полностью является полицейским государством. Можно открыть просто Google, да, там и посмотреть. Есть таблица, да. Назирке, прошу, я перебью вас, да, немного. Я не озвучила тему, да, сегодняшняя наша тема – как вести себя с полицейскими. Если вдруг на улице случилась такая ситуация, вот мы из первых уст адвоката, да, так скажем, узнаем сейчас, как элементарно вести себя с правозащитниками и при этом, чтобы все было по закону, как положено, да, так скажем. Да, Все, абсолютно можете правильно вы продолжать, все спасибо. говорите. То есть, еще раз повторюсь, Казахстан полицейское государство. То есть, чтобы это понять, можно просто открыть Google, и есть сводная таблица по всему миру. То есть, взяли там какое-то очень большое количество стран, я уже не помню, и приводилось количество полицейских в каждом на 100 тысяч человек. То есть в Казахстане при этом населении около 19 миллионов человек на 100 тысяч у нас приходится 471 полицейский. Но при этом давайте мы сравним с Индией, да, в Индии больше миллиарда населения, и на 100 тысяч человек в Индии 130 полицейских, в 3,5 раза меньше, чем в Казахстане. При том, что у Индии большая территория и просто огромная, да, плотность населения. Также можно вот взять. А В сколько должно Казахстане быть? Это очень много или много мало? полицейских. Очень много. Скажем так, больше, чем должно быть. Понятно. Давайте так. И именно назад о том, что нужно осветить тему, как с ними правильно коммуницировать. То есть именно в Казахстане, в сравнении с другими странами мира, у нас намного больше возможностей встретиться с полицейскими, с ним покоммуницировать. И вторая причина, по которой, я помню, год назад решила все-таки освещать эту тему, это то, что я была адвокатом Асии Тулесовой, одним из адвокатов Асии Тулесовой, и если помните, ее как раз-таки осудили за применение насилия и за оскорбление представителя власти, хотя в ее действиях не было никакого состава преступления.
Но на фоне этого Мгм. кейса как раз-таки я познакомилась с очень большим количеством активистов, с большим количеством правозащитников, правозащитниц, и тоже поняла, что есть определенные проблемы, есть определенные вещи, и просто как адвокат, как юрист и как сама правозащитница, наверное, правильно будет просто это осветить и людям объяснить, да, как лучше, например, не делать, или какие есть пределы полномочий у тех же самых Мгм. полицейских. Мгм. Да, мы Да, можем можем начать. начать, в принципе. Думаю, к нам подключились, да, уже а, определенная часть нашей аудитории. Ну, первый вопрос такой, вот вы идете по улице полицейского, он к вам подошел, да, что-то спрашивает. Банальная такая ситуация, как вести себя вообще, как правильно вести себя, нужно ли показывать удостоверение, если он или нет, что мы имеем право, на что они имеют право, как это вообще по закону должно происходить. Мгм. Да, немного как будто бы у меня Видите? подвисает с вашей стороны. Смотрите, ну да, тривиальная ситуация, Мгм. да, Да, у вот меня связь тривиальная плохая. ситуация, полицейский подошел к вам. Что делать, как бы с чего вообще начать разговор Мгм. с ним? То есть полицейский, когда к вам подошел, он Мгм. обязан в первую очередь представиться, сообщить свою фамилию, имя, отчество и показать свое служебное удостоверение, как обратиться к вам. И, Мгм. соответственно, если полицейский этого не делает, Мгм. вы имеете право потребовать это сделать. По поводу удостоверения, И уйти мы да, попросим извините, у поставить. меня, правда, очень сильно с вашей стороны связь подвисает. У меня как будто бы клэшится мой голос и вас. Если что, да, я сейчас просто за городом нахожусь, поэтому очень плохая связь здесь. Я извиняюсь, но если вдруг отключится, мы можем переподключиться. В принципе, да, все верно, вы идете по моим Окей. вопросам, да. Дальше, если вдруг я отключусь, мы переподключимся, не переживайте. Я вас хорошо слышу. Я думаю, наши подписчики тоже вас Да, это хорошо я слышат. себя тоже хорошо слышу, просто с вашей стороны неполадки, и они клэшатся с моим голосом иногда, и я не могу Мгм. понять, вы вопрос задали или еще что-то. Окей, давайте продолжим. У вас вторая часть Нет, вопроса была касательно удостоверения личности. Должен ли полицейский, имеет ли да. право полицейский в целом, да, просить вас показать удостоверение личности? Мгм. Да, он на это право имеет, это также отражено в законе об органах внутренних дел. И там указано, что в пределах своих компетенций полицейский имеет право проверять у физических лиц документы, которые удостоверяют их личность. Соответственно, если к вам подошел на улице полицейский, представился, показал вам свое служебное удостоверение и попросил показать ваше удостоверение личности, то вы обязаны это сделать. Но здесь вытекает другой вопрос. Мгм. У меня многие спрашивают часто, а обязаны ли мы с собой носить удостоверение личности? То есть, допустим, а что мне делать? Меня остановил полицейский, а у меня нет удостоверения, ну не ношу я его с собой. И, соответственно, стоит тогда вопрос, и обязан ли я тогда Мгм. вообще его носить? Правильно? Ну, сейчас же есть Да, вы на электронно самом деле, все. да, Ну, если есть подключение к интернету, да, вы да, сейчас предугадываете мой ответ. я думаю, это Но не смотрите, проблема. в целом давайте по закону тоже определимся, обязаны ли мы все-таки с собой его носить. Да. Есть также закон, он так и называется, о документах, Мгм. удостоверяющих личность, и там указано, что граждане нашей страны обязаны иметь удостоверение личности, но там не указано, что мы обязаны его с собой носить. Но если, к примеру, да, но если, к Мгм. Это примеру, очень вам важный момент. очень лень носить с собой удостоверение личности. Он так как бы первый способ, вот можно его просто сфотографировать и хранить у себя. Ну, на самом деле, допустим, всех моих членов семьи у меня удостоверение личности, к примеру, есть. И это как бы тоже такая нормальная практика. И свое удостоверение личности как бы я ношу и в электронном виде, и на всякий случай есть фотографии. То есть просто сфотографируйте,
Либо есть такой сервис, как бы eGov Mobile, да, в eGov Mobile можно вытащить свое удостоверение личности, либо даже в Мгм. Каспи, оказывается, сейчас в приложении Каспи тоже можно вытащить свой документ. И третий момент, ну хорошо, у вас нет интернета, у вас нет телефона, вы просто вышли в магазин без телефона, без ничего, в кармане Мгм. только ключи. Но в таком случае тогда просто нужно патрульному, который к вам подошел, или к любому другому полицейскому, который к вам подошел, просто назвать свой ИИН, чтобы он просто по базе вас посмотрел, есть база физические лица, и у них есть специальные планшеты. Вы ему просто называете свою фамилию, имя, отчество, либо свой ИИН, и он проверяет вашу личность. Мгм. А если человек не знает свой ИИН, либо это человек в возрасте, да, который вообще не имеет никаких гаджетов, да, кроме там обычного Nokia, да, так Здесь скажем, есть представим, да, два ситуацию, сейчас варианта же в у таком нас случае, многие, да. Здесь есть два варианта. В да. таком случае нужно корректно назвать свое фамилия, имя, отчество. Максимально корректно, как оно записано. То есть, Мгм. так как, опять-таки, мы живем в Казахстане, да, есть такие моменты, что, допустим, у меня лично отчество Хайратбек Казы, но при этом оно у меня, допустим, в документах написано русскими буквами. Очень важный момент. То есть и здесь такой же момент. То есть нужно тогда очень четко, очень корректно, Мгм. правильно назвать свою фамилию, имя, отчество, чтобы патрульный имел возможность вас в базе найти. И второй момент, ну, исходя из вашей задачи, у человека есть кнопочная Nokia, ну, окей, позвонит, значит, своим детям попросит продиктовать свой ИИН, ну, или на крайний случай Мгм. попросит своих детей подойти, да, к тому месту, где он находится, чтобы эти документы принесли. Мгм. Отлично. Друзья, те, кто к нам присоединился недавно, мы сейчас обсуждаем, как вести себя с полицейскими. С нами на связи адвокат Назерке Ризабекова, отвечает на более такие, на первый взгляд, простые, но тем не менее важные вопросы. Итак, Смотрите, дальше продолжим. Вообще, со стороны правоохранительных органов, да, вот, да, вы хотите да, я что-то бы хотела добавить, также можете добавить. добавить, также очень часто Мгм. уточняют по поводу того, когда удостоверение личности вообще в целом, допустим, полицейский у вас может изъять, и вообще имеет ли право он у вас его забрать. Но действительно такой очень частый запрос есть, Мгм. особенно от молодых людей, потому что чаще всего молодежь, да, попадает в такие ситуации, когда к ним подходят сотрудники полиции, они там проверяют их личность или говорят, у нас есть сейчас ориентировка такая-то, да, нам поэтому, соответственно, мы к вам там подходим и с вами беседуем. И забрать у вас удостоверение личности полицейский имеет право только в двух случаях. Первый случай, если, допустим, само ваше удостоверение личности связано с каким-то преступлением уголовным. Например, у вас поддельное удостоверение личности, подделка. В таком случае полицейский имеет право его Мгм. забрать. Это только если вас задержали. Если вас берут под стражу, у вас тоже имеют право забрать удостоверение личности. В остальных всех случаях, если у вас полицейский его отбирает, это незаконно, эти действия нужно обжаловать. Дальше я бы хотела предложить сразу перейти к теме Мгм. того, в каких случаях вообще вас могут выворачивать карманы, там, да, наверное, просить показать свою там сумку и так далее. Тоже очень частый допрос. Смотрите, Мгм. в рамках административного производства личный досмотр и досмотр вещей производится только после составления протокола об административном правонарушении. Составили административный протокол, после Мгм. этого имеют право провести личный досмотр или там досмотр вашей сумки. Если же, к примеру, вас пытаются именно обыскать, провести личный обыск или провести обыск, не знаю, вашей квартиры, офиса, дома и так далее, то на это нужно постановление следователя, причем на этом постановлении следователя должна быть, и оно просто так, М. ну, не... Просто так полицейский не может прийти Да, к вам и производить. да, да. Мгм. Құрметті достар, мен қазақ тілінде де Назерке бір айтып өтейін, иә, подписчиктеріміз кездескенде өзімізді қалай ұстау керек, сіздің
өмірге жиі кездесетін сізде болуы мүмкін, сіздің заңдық сауаттылығыңызды арттыратын мәселелер талқыланады. Рахмет, Назерке. Назерке, у меня еще один вопрос был. Со стороны вот полицейского, как они должны себя вести? Он вообще должен давать обоснование, почему он вот по улице, когда идет человек, почему он его остановил, требует документы? Да, конечно, так я в скажем. целом же эту тему в самом начале осветила, что он должен к вам подойти, поздороваться, представиться, показать служебное удостоверение, чем он к вам подошел. А, Я бы еще дальше хотела бы в части обыска, наверное, дальше к вас, к примеру, обыскивают, то это, как правило, проводится под видеозапись, и, соответственно, под камеру вы должны требовать адвоката, вызвать вам адвоката, либо дать возможность вам самому позвонить адвокату и пригласить. Обязательно. Или это Второе, на камеру снимает третий человек, или это у них прям уже в карманах, которые фиксируют? я прошу простить, я вообще абсолютно не слышала, что вы говорили. Должна проводить съемку вас на документами, все как положено, да. Зерке, к сожалению, отключилась. Это либо у меня плохой интернет, либо в общем по Казахстану. Сейчас я попробую еще раз подключиться. Егер сіздердің сұрақтарыңыз болса, жазып отырыңыздар. Тікелей эфирдің соңында уақыт қалса, мен сіздердің сұрақтарыңызды да айтып, Назерке ханымнан жауап алуға тырысамын. Пишет, что отклоняет. К сожалению, не могу подключиться. Сейчас попробую еще раз пригласить Назерке. Менің жағымнан интернет өте нашар, сондықтан біздің спикеріміз қосыла алмай жатыр. Назерке, вы меня слышите? Да. Да, я вас теперь слышу. Я прошу простить, были какие-то неполадки с интернетом, поэтому мы переподключаемся. Так, на чем мы остановились? Давайте, наверное, продолжим. Давайте еще раз, наверное, я поясню, о чем мы сегодня беседуем. Да. Всем здравствуйте. Я здесь вижу опять, я вижу здесь подписчиков. Всем здрасте. Сегодня мы разговариваем на тему того, как вести себя правильно с полицейскими. Мы уже начали этот прямой эфир, на самом деле, практически до середины дошли, но просто произошли Да, у нас осталось буквально 10 произошли небольшие неполадки, поэтому мы продолжим, да. Поэтому продолжим. Мы говорили про обыск. То есть я вам скажу, что обязательно, если проводится обыск, то у следователя должно быть постановление о производстве обыска, и оно обязательно должно быть санкционировано следственным судом. То есть обязательно должно быть, допустим, если вот это вот постановление, то вот здесь вот в углу ставится печать, здесь написано «санкционирую», судья пишет, ставит свою фамилию, имя и подпись. Только при наличии такой санкции можно проводить обыск.
Либо еще у следователя есть право произвести неотложный обыск без санкций суда, однако в течение 24 часов после производства обыска без санкций суда он обязан все равно обратиться к судье, к следственному, и подтвердить законность данного обыска. Когда происходит обыск? То есть я вас сейчас не буду загружать какими-то очень, пытаться объяснять. Если вы уже их запомните, первый обыск, как правило, следователь проводит под камеру, и вы под камеру прям должны сказать о том, что вы требуете предоставить вам адвоката, чтобы вам дали возможность либо позвонить и вызвать его самому, либо следователь позвонил конкретно тому адвокату, которого вы хотите. А если у вас нет своего адвоката, то в целом потребовать от следователя вызвать адвоката для вас. Второй момент. Обязательно, если следователь у вас что-то изъял, он обязан это отразить в протоколе, и вы должны потребовать детально все это описать. Детально и правильно. И третий момент, обязательно возьмите копию протокола, потому что если были какие-то нарушения, чтобы этот протокол можно было обжаловать и в целом вообще доказать, что данный обыск был. И из этого вытекает всегда очень частый вопрос, который мне задают. Я здесь тоже хочу заострить ваше внимание и запомнить эту вещь. В целом у всех у нас сейчас есть мобильные телефоны, и это не кнопочная Nokia, а именно смартфон. Вот даже с которого мы сейчас прямой эфир с вами проводим. Наш сотовый телефон содержит очень много видов тайн, которые Конституцией защищены. То есть здесь у нас есть тайна переписки, есть тайна телефонных переговоров. Здесь есть даже то есть у нас телефон содержит очень большое количество тайн, которые защищены Конституцией, и, соответственно, нельзя просто к вам подойти и отобрать ваш телефон. Это на самом деле незаконно. И, соответственно, если полицейский к вам подходит и просит ваш телефон ему отдать, обязаны ли вы ему отдать телефон? Во-первых, вы не обязаны ему отдавать свой телефон, опять-таки только если у него нет постановления, санкционированного следственным судом о выемке этого телефона. Ну, как правило, если вы коммуницируете на улице, да, вот вы просто к вам патрульный подошел, он же не знал, наверное, что он сегодня будет, там, не знаю, останавливать какого-нибудь Олжаса, например, да? Он не знал об этом. Он, соответственно, он не будет иметь такой санкции суда в большинстве случаев, да, если мы говорим о тех случаях, которые мы сегодня разбираем, да, это простые столкновения с полицейским. Соответственно, это незаконно, если он будет пытаться у вас этот телефон забрать, отобрать, либо попросить добровольно ему его отдать. Вы его отдавать не обязаны. И второй момент, это очень важно, и прошу его запомнить, пароль от телефона. У всех у нас телефоны запароленные. У всех Face ID или там, не знаю, графический ключ там и так далее. Кстати, если не запаролены, то прямо сейчас это сделайте. Вот закончится прямой эфир, поставьте себе пароль на телефон. Если у вас пароль есть, и у вас телефон вы все-таки, например, отдали, ну, не знали вы, что нельзя было, что можно было не отдавать телефон, да, то есть полицейские как действуют? Они же начинают на вас давить, говорить, что нет, там, да, там, я имею право и так далее, либо там еще хуже будет, лучше дай мне сейчас, я вот сейчас быстро посмотрю, если ничего не найду, отдам. Ну, вы отдали. Обязаны ли вы называть пароль от телефона? Не обязаны. Такой обязанности нет. То есть даже если у вас забрали телефон, пароль вы сообщать не обязаны. Запомните. Вот если вы запомните даже вот это со всего вот прямого эфира, если вы запомните вот это уже будет отлично на самом деле. Так. И если третий момент, давайте вот в целом, наверное, какое-то такое резюме составим. Вот, да, подытожим. Вот что делать, да? Если у вас начались проблемы с патрулем? Вот с этим же самым патрулем, который на улице ходит, что делать? Вот они к вам подошли, вы начали с ними беседовать, и вы понимаете, что беседа уходит в какое-то либо не то русло, либо вы видите явные нарушения закона со стороны полицейских, которые с вами сейчас беседуют, то вы сразу же должны набрать 102. То есть это, да, это удивление вызывает вот такое. Вот, да, это вызывает удивление, как и у вас. Ну, у меня же проблема вроде с полицией, и я буду тоже звонить в полицию. Да, абсолютно все правильно.
Да, чтобы меня Абсолютно защитили от правильно. То есть полиции. вы звоните на 102 на канал и говорите: я стою на пересечении улиц такой-то, такой-то, ко мне подошел патруль, там 2-3 сотрудника или один сотрудник. Если он вам до этого показал свое служебное удостоверение, вы знаете его имя, да, к какому отделению полиции он относится, вы это все называете и так и сообщаете на канал 102, что не так. То есть он ко мне подошел, например, он не представляется, он не показывает свое удостоверение, судя по форме, возможно, он полицейский, да, то есть он от меня там требует то-то и то-то. То есть все, что вот сейчас происходит, что если у вас вот та проблема, которая у вас сейчас сложилась, то вы ее полностью должны 102 сообщить. Потому что на канале 102 проводится запись всех разговоров, и завтра это вам поможет доказать, что у вас была определенная ситуация, доказать фактом незаконных действий со стороны полицейских. И отвечая на вторую часть вашего вопроса, а может ли приехать патруль и разобраться и помочь вам, на самом деле тоже да. Второй момент. То есть Да, второй момент. подход. То есть вы имеете право снимать все то, что происходит на телефон. Вы можете также там прямой эфир начать вести там на Фейсбуке или в Инстаграме, да. Чем хороший прямой эфир, это тем, что если, допустим, вы снимаете себе только на телефон, но это можно стереть, удалить там, да, и так далее. Прямой эфир, он же еще параллельно там сохранится в социальных сетях ваших, да, и кто-то другой еще может успеть это увидеть и в дальнейшем подтвердить факт незаконных действий со стороны полиции. Третье, естественно, тут это такой момент очень важный. Звоните сразу же своим друзьям, родителям, братьям, сестрам, сообщайте, что вот прямо сейчас у меня происходит какая-то непонятная, странная ситуация. Четвертый момент, звоните адвокату, то есть если у вас есть контакт адвоката, сразу же набирайте ему. И пятое, жалуйтесь районному прокурору в том районе, где с вами что-то произошло. Например, вас задержали в Бустандыкском районе, вы имеете право писать жалобу на имя прокурора Бустандыкского района, соответственно. Если, к примеру, ситуация пошла дальше, стало еще хуже, например, если вас там собираются вести в полицейский там опорный пункт, не знаю, или в отделение полиции вас собираются вести, что делать? Во-первых, запомните, не оказывайте никогда физического сопротивления. Это очень важно. То есть мы представителю власти физического сопротивления не оказываем, если вас там везут в полицию. Чем это грозит? Есть такая статья, вот как раз-таки в самом начале эфира, помните, я вам говорила о том, что вот моя подзащитная, ее осудили за применение власти, за применение насилия в отношении представителя власти. Есть такая статья отдельная в Уголовном кодексе. То есть вообще вы можете получить двойное наказание, да, так скажем, помимо того, что с какими обвинениями к вам обратились, и сопротивление, да, правоохранительным органам. Хорошо, а вот с обратной стороны, насколько эти правила, да, эти все законы соблюдаются со стороны полицейских при их контакте вот с простыми людьми на улице, либо там в определенных зданиях, да, насколько это вообще соблюдается, к вам поступают вообще жалобы вот с такими вопросами? Вот, да, конечно, поступает, как я и сказала, так как я и сама являюсь правозащитницей, это очень много я разговариваю, дружу, да, с правозащитниками, с активистами, и как раз-таки именно во время митингов, к примеру, да, зачастую возникают же, да, такие ситуации с полицейскими, и вот как раз-таки именно на них. Вот как раз процесс Асии Тулесовой, он это и осветил, то, что полицейские, они не соблюдают эти правила, то есть они хватают людей, увозят, они не представляются, то есть хотя по уму, да, они должны представиться, показать свое служебное удостоверение, они этого на самом деле не всегда это делают. Но они обязаны это делать, если они это не делают, вы имеете право пожаловаться на эти действия. А чтобы пожаловаться на эти действия, нужно, во-первых, знать о том, что у них такая обязанность в целом есть. Давайте дальше, наверное, да, и вот еще, наверное, один момент, самый вот теперь точно, наверное, последний. Давайте разовьем ситуацию дальше. Мы же дошли до той ситуации, что нас в полицейский участок привезли. И да, соответственно, там вы будете коммуницировать уже, соответственно, с другим, да, представителем власти. Скорее всего, это будет следователь либо дознаватель.
Вот к вам, вас к нему привезли, скорее всего, у вас будет там допрос и так далее, либо он там вас будет просить подписать какие-то документы, скажет о том, что он хочет вас допросить. Что в такой ситуации делать, да? Во-первых, опять-таки мы помним о том, что у вас есть право на один звонок. То есть, если вас привезли в полицейский участок, у вас есть право на один звонок, и вы должны позвонить в таком случае либо своим родным, чтобы они позвали для вас адвоката, либо вы должны уже напрямую связаться с адвокатом, если у вас есть его контакт. Это первое. Второе, вы молчите, не даете никаких показаний, вы не подписываете никакие документы без адвоката. Вот пока вы один на один со следователем находитесь, вы просто ничего не делаете. Вы ждете, когда приедет ваш адвокат. А если нет? Ни контактов адвоката, ни родственников, которым можно связаться, с которыми и попросить В таком случае отправить вы имеете адвоката. право получить в рамках гарантированной государством юридической помощи, так называемого бесплатного адвоката. Но бесплатно это не совсем корректное название, но чтобы было проще, понятнее, я его так назову, да, то есть тот адвокат, за которого мне нужно будет платить, то есть вы можете просить в таком случае предоставить вам его. И при этом вы все равно должны помнить, что у вас, соответственно, если вас задержали, то есть мы сейчас говорим именно про то, что вас задержали, то в таком случае у вас есть право отказаться от дачи показаний. То есть даже вот если адвоката нету, не с кем посоветоваться, ничего вы не понимаете. Но лучше тогда именно сейчас в этой стрессовой ситуации в целом ничего не говорить. Если, к примеру, давайте вот дальше, да, разовьем ситуацию, вы предложили ситуацию, в которой некому позвонить, а если вам не дали позвонить? Допустим, вот, к примеру, Да, полицейский, да, такое да, может быть. такое Полицейский вам тоже скажет, может нет, я быть. не дам тебе позвонить твоим родным. Или, к примеру, вы дозвонились до адвоката, а его не пускают. Такое, кстати, очень часто бывает, когда мы стоим под дверями полиции, там, Комитета национальной безопасности и так далее, а нас с нашим подзащитным не пускают. Мы знаем, что он там сидит, нас не пускают. Что в таком случае делать? То тогда, когда вам дает следователь вот эти вот документы подписать, вот он их дает, вам говорит, подписывай там, да, или что-то в этом роде, прямо на этих же документах своей рукой вы пишете, отражаете то, что мне не дали позвонить родным, мне не дали позвонить адвокату, я позвонила адвокату, а его не пускают ко мне, там, и другие нарушения, если они там были, да, там. То есть в таком случае вы все это письменно отражаете ровно на этих же документах, которые вам дает подписать. Спасибо большое. Мы сегодня обсуждали, вообще мы начинали, да, как правильно вести себя с полицейскими, но Назирке Ризабекова нам объяснила и дальнейший исход событий, если вдруг вас не просто остановили на улице, но и задержали и отвезли в участок, как вести себя и какие у вас есть права. Менің ойымша бүгінгі тікелей эфирде өте пайдалы, өте жақсы ақпарат айтылды. Заңдық тұрғыдан, адамдардың құқығы, Қазақстан азаматтарының құқығы және полицейлерді кездестіргенде сіз нені талап ете аласыз, нені талап ете алмайсыз және жалпы жағдайдан қалай шығуға болады деген сияқты Назирке Ризабекова адвокат ханымнан пайдалы кеңестерді естідіңіз. Біз осымен бүгінгі тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Ары қарай да Жастар Лайф жобасы аясында түрлі өте қызықты, өте қазіргі қоғамдағы белсенді таныс спикерлермен сұхбат жүргізетін боламыз. Әзірге бүгінге осы бізді қарап, тыңдап, ой бөліскендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Назирке ханым, сізге көп рахмет. Уақыт бөліп біздің сұрақтарға жауап беріп, Очень спасибо большое, Газель, за приглашение. Очень приятно было сегодня вам это все рассказать, потому что это действительно злободневные темы. Спасибо всем, кто сегодня на эфир подключился. И, Газета, очень многие спрашивали, будет ли эфир сохранен. Да, то есть, да. Да, эфир я сохраню, вы можете позже посмотреть и записать себе советы от адвоката, 3 важных пункта. Если вам интересно, делитесь прямым эфиром. Я Все, его спасибо всем сохраню. большое. Спасибо всем большое. До свидания. Очень приятно было сегодня с вами побеседовать. До свидания. Взаимно.